Я вчера семимильными шагами по нескольким прошлась. Спичка надо поджечь, чтобы здесь кедровая смола тоже курилась. Это я делаю. Поджигалкой можно? Да, подношение делаю. Мимо О, я туда не достану. достанешь. Давай веточку взять. Достанешь. Есть спички? Да вот. Есть спички? А вот я нашла. Есть? Вот, А то вот веточку поджигаем. Ну все. И вот подлиннее чуть. Не, главное, чтобы... Кедровой смолой воскурение делаю австрова. Олараны там пişirir. Я? Олардың тұзында болған бар. Олардың тұзында же пішіліп тамақтың етпей жығыныр. А вот шаши смолы. Иди. Я Сегодня хочу Алтынаров эпоста на русском языке. Один смешной эпизодик прочитать, чтобы сильно не загружаться, потому что в эпосе, в сказаниях тоже очень много бывает смешных моментов. Вы Алтынаров не читали, наверное, да? У хана на старости лет прожили всю свою жизнь без детей, а в эпосе это считается наказание за жестокосердие, отсутствие детей. И если человек к старости откупается или отрабатывает, ему на старости лет иногда могут преподнести одного ребенка. Вот у хана родился младший сын, но он, естественно, в взрослом возрасте и немножечко, как это мягко сказать, умом не достигший родился. За ним родители умерли, за ним присматривают две сестры, которые убивают этого мальчика и убивают Алтынаров, саморожденную с конем в Белой скале, отрубают головы мечом. Ну, сами они не могут отрубить головы, умения, опыта не хватает. А великий воин, их отец, приходит за ними и доделывает дело, говорит, раз начали, надо доделывать. Все, раз такую судьбу выбрали. И прибегает Хуй и Ней в образе волчицы, которая путешествовала 60 лет в поисках живой воды под землей по всем царствам, прошла 60 царств, пока не нашла живую воду, 60 раз вышла замуж. И где-то у какого-то хана она... Каждый год. Баба-Яга же. Ага, У нее самая нижняя чакра работает, и все страсти, конечно, ей принадлежат. Все хитрости, все умения в этой области. В общем, показывается, это вот первые поколения богатырей, почему они бывали такие, и почему чудовища, и почему мы имеем по сравнению с алыпами в выигрышном положении, потому что тогда они не владели сознанием. Они имели прямой доступ к информационному полю, и вот им скажут, почему во всех эпосах говорят, поедешь прямо на перекрестке 3 дорог, написано, и он так и делает, он должен только выбор сделать. И во всех сказаниях всем все рассказывают, особенно богатырям, да. Это был такой период, когда сознание было не развито. Мы в 5-й расе развили свое сознание, и мы стали творцами. И сегодня творцы когда-то все сотворили вокруг нас. Сегодня мы в такой фазе, что мы сотворцы. Мы уже очень много сотворяем, мы уже умеем это делать, поэтому мы разумом выше, мы сознательные, мы уже ближе к аватару, мы почти аватары уже есть среди нас, потом уже только боги будут.
То есть мы уже на том уровне, что уже ближе к богам. Это же все по спирали, если рассматривать, да? То есть мы уже вот здесь. А это первые. Они были подключенные и управляемые. Им говорили вот так вот, туда или сюда. Они это и делали. И в очень многих эпосах об этом говорится. А здесь сына Хуиней зовут Хулатай. Он человек-невидимка, потому что он сын нижних. Он может и туда ходить, и сюда. Но когда он приходит в средний мир, кто-то его видит, он может быть невидимым. Кто-то его видит, а кто-то не видит. Он сам управляет этим, у него такая способность есть. А Чебетей – это младший сын хана, и на их территории рождается Алтынарах, самосозданная Алтынара, но она поврежденная теперь. Хажан возвращается волчица, она заходит, там находит убитого Чебетея и видит отрубленную голову коня и Алтынара, и подлечивает. Но Хайджи очень хитро тут нам рассказывает, он же то, что успел увидеть, заметить, это тоже зависит от уровня Хайджи. Вот в другом эпосе Хайджи успел увидеть, когда два богатыря бились, успел увидеть, что-то такое мелькнуло и не успел разглядеть. А потом оказалось, из-под земли Хулот выскочила, оторвала пуговицу и забрала его душу. Потом надо было ему нырять, путешествие, в общем, очень долгое. Здесь описывается, как она приходит, и Хайджи так хитро обходит этот вопрос, говорит, чем-то она там смазала, чем-то срастила голову коню и голову Алтынара. Но, как мы помним, она после этого немножечко не в себе. То есть у нее как контакты нарушены, я так уже это называю, потому что я представляю это, что они роботы, привезенные, белая скала, шестигранная белая скала, серебристая, где нету дверей. И когда Хуиней подходит к скале, стоит скала, ни дверей, ни окон, ничего нету. Шестиглава серебряная или какая-то сияющая. Она, когда подходит к этой скале, какими-то звуками такими разными, даже не описывается, как зверь или как птица, даже таких описаний нету, какими-то такими сигнальными подходит, пинает скалу, и там, где не было двери, высвечивается дверь. Когда они заходят внутрь скалы, описание такое, что это не солнечный свет, это холодный белый, то есть это искусственное освещение, я так понимаю. И когда эта скала забирает Хуиней, у них у каждого там, естественно, есть ящики, капсулы, которые я их называю. Капсула закрывается, скала рассыпается в белом песком, написано. Но я думаю, что это такой большой скоростью отлетает, что песок там... И Хайджи, который видит, что песок рассыпается, он думает, куда она исчезла, или под землю, или в небо, никто не может увидеть и заметить этой скорости. В общем, Алтынарах с конем поврежденные, у них контакта нету. Чебетей после убиения, оживленный живой водой, тоже он вообще рожден от старых родителей, поэтому на голову немножечко, да, какой поздний ребенок. И здесь всем заправляет Хулатай. Хотя Хуиней закрывалась в белую скалу, чтобы навсегда уйти, не родиться вновь, она говорит, старший над всеми и хан вам всем Чебетей. Вы все его слушаетесь. А Алтынарах вы приводите в ханство, и 6-7 девушек вокруг нее должны целый день крутиться, чтобы она воды не черпала сама и сама не одевалась. Вот такой уход должен быть. Это очень важный гость в вашем ханстве и самая большая сила.
Но Хулатай, помним, да, что он из нижних, с хитрецой, все делает по-своему. Глава 5. Я здесь отрывочек вам хочу прочитать. Был Хулатай поездке рад, коня он двинул на закат. Нырнул в ковыльную волну, где степи ни конца, ни края. Рванул поводья скакуну, до крови губы раздирая. Поводья врезались в ладонь, над степью распластался конь. Летит он, солнце настигая. О, степь до боли дорогая! Хан Чебетей и он в дороге. Круты, скалистые отроги, рысак всхрапнет лишь на скаку и вмиг перемахнет реку. А сколько гор перевалил, и сосчитать не хватит сил. Струясь за маревом степным, вдали возник Тасхыл ханым. Это наш ханым сын, да? Угу. А темно-бурый конь летит, не чует под собой копыт. Уже у пояса вершина, видна просторная долина. Наездник осадил коня. Кровавой степи в свете дня, а лыпу видно с перевала. Хозяюшка повоевала, о пленных в тесноте великой живет народ разноязыкой. Бесясь, грызутся скакуны, им степи здешние тесны. В Улус въезжает Чебетей, бок о бок с рыжим жеребцом привязан конь перед дворцом. Это Хулатай уговорил Чебетея ехать жениться. Отправляет он его. Вошел. Хозяюшка красиво. Ну, здравствуй, кинул ей спесиво. Хозяйка с видом удивленным ответила ему поклоном. Ну, здравствуй, только и сказала, и у стола захлопотала. Под яствами прогнулся стол. Гость, выпив, заживал, как волк. Когда насытился мужчина, хозяйка вопросила чинно: «Как?» — глянула на молодца. «Зовут тебя, зовут отца». Он губы жирные утер, пустился в длинный разговор. Вот это в длинный разговор, это сразу указывает, что он немножко не вправил. «Мой дом родной, мой отчий край, вершина всей земли Алтай». А, мы про алтайцев, значит. Вздохнул над чаркою пустой. Вот там и рос я сиротой. Иду, куда глядят глаза, нужна мне дикая коза, к седлу ее приторочу, красотку встречу, прихвачу. Она, смеясь ему в глаза: «Скажи, а где твоя коза? Как видно, ты плохой стрелок. Добычи ты не приволок». Тут Чебетей вскочил и плюнул под мышку, рукавицы сунул. Козу убил затем хребтом, лежит у речки под кустом. Красотку вижу в доме этом. Довольна ты таким ответом? Хотел я тут устроить пир, чтоб каждый вдоволь ел и пил, надежду в сердце затая. Тебе не бросил вызов я. Смолчал я на ханым Тасхыле, ну, а теперь молчать не в силе. А я силач, так уж силач, разгорячась, кричит ханпик, полсотни слов в единый миг. А богатырша хмурит брови, сдвигает их при каждом слове. И здесь-то уж и грянул гром. Я думала, пришел с добром. И головою покачала. Тебя как гостя привечала. А ну, иди на ту вершину. Ты был голодным, накормила, подохнуть хочешь? Помогу. Ни слова не ответив ей, пошел из юрты Чебетей. Он под деревьями большими остановился на вершине, поворотил коня, глядит, а Алып-хан-хыс в седле сидит.
Ханпик, дивясь, разинул рот. Одним скачком весь путь берет. На землю разом соскочили, потверже встали на тосхыле, друг друга крепко ухватили, ручище за спину в замок, с натуги каждый сразу взмок. У жениха и молодицы трещат в объятиях поясницы. Прошло 6 дней, прошло 7 дней, изнемогает Чебетей. Ох, горе, горе Чебетею, клянет Ханпик свою затею. Но вдруг увидела девица к Тасхыл-ханыму тучка мчится. Моргнуть бы не успел глядящий, проснуться не успел бы спящий, как белый конь во весь опор пронесся по уступам гор. Лишь миг, и вот уже под ивой стоит скакун золотогривый. Алтынарах сошла с седла, отброшен хан, сошлись девицы, аж затрещали поясницы. Алып-хан-хыс, да что с тобой? Лишь миг один и кончен бой. Лежит красотка меж камней, Алтынарых верхом на ней. Алып девица сразу в крик: ой, пощади, Алтынарых! А та: по сердцу ли затея пойти за хана Чебетея? Страшась опять навлечь беду, девица взвизгнула: пойду, пойду за хана, лишь не бей. Алтынарых: ну, Чебетей, скорей женись, да и домой, не прохлаждайся, милый мой. Я-то взяла отрывок прочитать, как Алтынарых сидела на Ханхысе, вытащила свой вот этот маленький ножичек и начала ее ленточки из нее вырезать. Алтынарых. Вот просто на хакасском варианте, в хакасском варианте есть такой. Я надеялась, что он здесь есть, оказывается, уже нету. Расскажу на словах. Алтынарых села на Ханхыс и вырезает из нее ленточки. Чебетей вообще мясо режет. Да. Она же не человек, у нее же доброго сердца, такого сострадания же нету. Ей нужно задание выполнить. И этот Чебетей, видя такой ужас и видя такую красавицу, уродуют, бегает вокруг, говорит: что ты делаешь, такую красоту ты портишь, остановись. А это резала до тех пор, пока Ханхыс не сказала да. А Ханхыс великая богатырша и очень мудрая была. Почему выбор пал на нее, взять ее в жены, вот это разрушенное ханство, где хан-отец, родители погибли, а Чебетей остался вот несмышленышем, и злые силы вот разрушает, и поэтому Ханхыс была призвана сюда. Когда она сказала да, у Алтынарых, мы помним, да, хуиной живую воду ей оставила, сказала: я 60 лет искала эту воду, после меня уже ее никто не забудет, поэтому я ее тебе оставляю, будешь оживлять мертвых. Она говорит: не бойся, как повредила, так и восстановлю. В общем, она ее оживляет, восстанавливает все раны, делают свадьбу, увозят ее на родину Чебетея. И это же здесь, да, когда Ханхыс на своего коня летучего села, а Чебетей на своего, и увидел, как Ханхыс на летучем коне взлетел, завидно ему стало, говорит: эй, женщина, давай сюда коня. А то что это такое? Я тут по земле, а ты вот так вот. И, в общем, Ханхыс ему не успела объяснить. Там три штуки поводья. Она говорит: одну потянешь, лошадь вверх летит. Среднюю потянешь, ровно летит. Нижнюю потянешь, спускаемся. Он говорит: да, будешь ты меня еще, женщина, учить. Ум-то у него такой. Да, поэтому он так себя ведет. И там такое есть интересное описание.
Он так небрежно ко всему этому, ко всем ее подсказкам отнесся, сел и потянул за верхнюю. Лошадь как рванула, извиняюсь, он обкакался там со страху, это все. Это все так описывается, понимаете? Сознание сначала теряет, потом он очнулся, за среднюю поводья дергает, потом ничего не понимает, потом то ли нижнюю дергает, резко вниз пошли, и он там... В общем, когда он спустился, Ханхос видит, что весь обкаканный, весь его, и он спускается и опять на нее кричит: ты что, женщина, меня не сказала? Это что за конь такой? В общем, такие смешные моменты в этом эпосе есть. Ой, мне прямо даже обидно стало, что таких смешных, интересных моментов описания, перевода нету. И еще В русском переводе богатырь не должна оказывается. Так он же это... Он же мужчина, не надо так показывать мужчину. А, он поэтому ты и говоришь. Конечно, о чем и речь-то. Авторские правки. еще очень интересный момент. Вот когда Тибетхан, дядя Чебетею, его мама была родной сестрой тибетского хана. И тут есть такой момент, когда Алтынарах Хулатай, когда увидел Алтынарах в скале, мама его Куиней оживила Алтынарах, как смогла, так и восстановила. Хулатай влюбился в нее и задумал свой коварный план. В общем, они поехали верхом, а Чебетей на волшебном ковре летит. В одном варианте он на ковре летит, во втором варианте он превращается в белого гуся и гусем летит. Хулатай Алтынарах говорит: слушай, говорит, Алтынарах, зачем нам этот Чебетей, дурачок? Давай его убьем. А Алтынарах, я же вам говорила, да, что у нее не контакт. Она еще не вполне подключена, она ничего не понимает. Она говорит: Алтынарах, зачем нам этот Чебетей? Говорит, убьем его. В точности повторяет текст Хулатая. Хулатай берет стрелу, убивает Чебетея. Чебетей там в дороге убитый остается. И дальше едут. Хулатай, Алтынарах говорит: Алтынарах, ты будешь моей женой. Алтынарах посмотрела на Хулатая и говорит: Алтынарах, ты будешь моей женой. И, в общем, они так доезжают, останавливаются там у одних. И, в общем, Хулатай уже сватается, уже считает Алтынарах своей женой. И вдруг она слышит, какой-то всадник на Тасхиле и обзывает Алтынарах Ирсекхат там и все такое, в общем. Ирсекхат, что-то она такое называет. В общем, женщины, которые любит замуж выходить, так скажем, деликатно, да. Взглядом. Ну скажите прямо. Глупый называет. Про богатыршу нельзя так говорить. Про мужчин можно. В общем, Тибетхан почему оказался там? У Тибетхана тоже конь с крыльями, и он потерял совершенно. Была украдена какая-то уникальная лошадь с крыльями тоже, которую украла девушка тоже на таких же лошадях, путешествующая, увидев, не смогла сдержаться, крадет и закрывает. Тимир Казангичавсачи, и Тибетхан уже все, уже у него, у лошади там уже как ведра, и в общем одна шкура на кости, и Тибетхан тоже весь уже уставший, ищет везде, и заезжает он к той девушке, которая выкрала коня его. И, в общем, Тибетхан в
этих поисках видит, как Алтынар с Хулатаем женихается, пьет, сидит. Сначала она не понимает, что такое пить. Она сначала сидит, не пьет. Эти заметили, что она не пьет, Хулатай. Вот это вот, знаете, и среди нас сегодня есть представители Нижнего мира, которые нас всему учат, заставляют нас все это делать. Вот тут как раз показан этот процесс, момент, когда ты чистый, с чистыми помыслами, чистый от рождения, еще ничем не, как сказать, не забитая голова, как чистый лист. А вот кто тебе встретится в пути, с кем поведешься, от того и наберешься, да, пословица. Вот тут как раз вот эта мудрость заключена. И когда Тибет-хан говорит: эй, ты, прости, там такая, в общем, что ты там женихаешься и водку пьешь, говорит. Когда твои задачи, для чего ты была создана, не выполнены и чего. Она так сидит, смотрит на него и совершенно не может понять, о чем он там кричит. Она садится на своего коня и начинает догонять. А Тибет-хан знает силу, с какой силой и для чего была создана Алтынар. И он от нее убегает, думает, сейчас настигнет и убьет. У Тибет-хана заканчиваются силы, терпение, он останавливается, разворачивается и говорит: ну все, убивай меня. Но прежде я тебе скажу. А она спокойно подходит, у нее даже сурмески еще до плеч. Она как дева юная, она же вечно дева юная, они же девственницы все. У них нету. Хулатай, видимо, не знал. Попробуйте представить. Нету чего. Молчи. Она не может. Нету того, чего того. Скажу по-санскритски. Йонг-йонга нету. Все, понял. Она не в общем, она невинно подходит к Тибет-хану и говорит: а что означает то, что ты сказал, такая-такая, там сидишь и ничего не делаешь? Что означает вот это слово? А что означает вот это предложение? А что означает вот это предложение? И вдруг Тибет-хан смотрит, совершенно невинное дитя перед ним стоит, без всяких помыслов, а просто хоть спросить. И он вдруг понимает, видимо, ее повреждение. И вот, наверное, не просто так взят Тибет-хан, потому что у нас как бы все великие учения и все знания в какой-то период были оттуда, и, может быть, и сейчас там хранится очень много знаний. Он тогда ее берет и говорит: я твой дядя по материнской линии, я брат матери Чибетея, и тебе тоже прихожусь как бы вот родственником. Вот твоя родина там, ты там родилась, ты должна там держать твой хан Чибетей. И объясняет: хан Чибетей убит. Ты пойдешь, оживишь его с вот этой водичкой, которая дала тебе Хуиней, Тулехаром. Потом он говорит: сейчас поедешь, найдешь вот этот Пиженара Даниженара, который убили и порубили, да, Алупа с его конем, богатыря. Пойдешь, говорит, и сразу, без всяких разговоров, убиваешь этих двух сестер. Хулатая тоже. И, в общем, и он ей правит, какие-то делает пасы, правит ей вот позвонок, вправляет вот это вот, которое неконтактно было, да, вставляет и восстанавливает все ее контакты, он. Потом он ее обучает, как нужно убивать богатырей традиционно. То есть, как было спущено богами. То есть, они поднимают, крутят и об колено хребет ломают, да. Бескровное вот такое вот у них традиционное. У них же есть правила определенные, которые богатырям нельзя было нарушать, потому что восстанавливали богатырей после смерти. Если богатырь погибает в одной битве, не значит, что он навсегда погиб. Есть родственники, есть
особенно нижних. Если нижних богатырей убиваешь, их приходится прям по много раз, потому что нижние все время вылезают. И все время их там восстанавливают, оживляют. И все время, иногда в некоторых сказаниях богатырь аж по 3 раза встречается с одним и тем же богатырем. Они все время восстанавливают колдовством, вот этими чарами. У них там очень много возможностей. Поэтому были законы, по которым надо убивать, чтобы человек больше никогда не возродился на планете Земля. Вот одно из таких убийств совершает Алтанарах по отношению сына Пуранинджи. Пуранинджи – это жена Хулатая. Он же, помним, да, что из Нижнего мира. И выбирает себе жену тоже полу-полу. Пуранинджи превращается в пеструю змею крылатую. И летает она тоже на крылатой змее. А вот когда она уже узнала секрет, где хранится душа Алтанарах, она уже полетела. Там описание такое. Она ставит 2 зеркала Алтанарах. У них очень много приспособлений и очень много, конечно, орудий всяких разных. Она ставит 2 зеркала и могла видеть до 7 суток полета. Такое расстояние могла видеть. Она посчитала расстояние, она увидела, где летит Пуранинджи, а у нее летательный аппарат имеет 3 поводья. Вот то ли тоже вот пофантазируем. Я думаю, может быть, это пестрый дракон крылатый, и вот как и летающих коней, имел 3 поводья, поворачивающие налево, поворачивающие направо, и вот этот общий, да, срединный. То есть это вполне реальные летательные аппараты разных эпох и разных периодов, потому что видящие человеки и сегодня видят такое и подтверждают. И здесь сказитель это тоже, конечно, видел, на каких они аппаратах, и описывает. Вот я подумала, заставь меня сегодня описать какой-нибудь самолет, вот этот треугольник хотя бы, да, как бы я его бы сказала. Я вот знаю слово самолет, я скажу только самолет. А тогда, когда они имели транспорт только лошадь, конечно, они говорили, садился наверхом и на лошади на своей. В общем, и одно из убийств, когда великая битва шла за отвоевывание угнанных народа и богатств Чебетея, когда они все были на битве, уже там билась Алтанарах, богатыри, и уже внуки подъезжали. Сын Чебетея пришел и сразу начал помогать, в нашу сторону, так сказать. А сын Хулатая подбежал и на Алтанара накинулся сзади. Она его так разворачивает, говорит, ты что, маленький, ты же этот внук, вот как бы родственник, да, ты же не сюда, а вот туда должен биться. А этот ребенок нет, он все равно приходит и ее начинает хватать, и собаки, и все. Когда она победила, она схватила этого младенца, разворачивает, идет к морю. Есть битвы, конечно, когда они берут камень с коровью размера, да, туда вминают богатыря, камнем закрывают его и кидают в море. Но это гарантии не дает. Нижние из такого варианта даже могут вызволить и вытаскивают богатыря, и тебе приходится этому богатырю еще раз с ним встретиться, еще раз биться, потому что они созданы для друг друга. У них силы созданы, и Чаяны создали их для этих битв.
потому что каждый чаян блюдет свою сторону. А здесь Алтынарық делает так. Она кромсает, она посмотрела, они же умеют, они сканируют полностью всю карту судьбы и понимают, из чего создан, кто родители, какое ДНК, какие возможности, какие помыслы, в общем, все это видит. Не просто же все так. И она понимает, говорит, такой не должен быть на Земле. И чтобы такие никогда не возрождались, не рождались, и она делает окончательную процедуру, она его кромсает и бросает в море и приговаривает, чтобы все рыбы этого моря, океана пришли и растащили бы твое тело, чтобы никогда никто не смог бы тебя собрать обратно. Вот таким страшным этим проклятием она завершает это убийство, за что в финале эпоса она пострадала, потому что до ее души добирается мать Пуранинджи. Это вот как раз, наверное, из той серии, когда ты создаешь причину, а потом получаешь следствие. Это все-таки, наверное, об этом. Что еще интересного в Алтынарах, когда я читала, я в Алтынарах читала в разных возрастах. Когда мне было, наверное, 18-19, я сильно плакала. Мне было жалко, что она умирает. Потом, когда я стала старше, мне было очень сильно обидно. Я даже отбросила этот эпос на несколько лет. Мне было очень обидно, что ее создали, дали ей великую силу для сотворения каких-то великих целей, служить народу или земле, я не знаю, как это сказать. Но она, помните, на свадьбе сына Чебетея, Ханхлыса, пошла она ему невесту брать, взяли, и она там загуляла. От радости, от счастья загуляла. И целую неделю из юрты в юрту, и всю ночь. И она так красиво пела, что весь народ собирался, плакал, и не отпускали ее. И, естественно, делали арака, и все время наливали. Невестка пошла искать и говорит Ханхлысу, говорит, я обидела странную старушку. Мне подозрительно она. Она говорит, очень ласково и нежно подошла к твоей сестре, к няне твоей Алтынарах. Говорит, она была уже, прельбестовала, в общем, не в себе. И говорит, она так нежно, ласково подошла, говорит, спросила раз, где душа твоя хранится. А Алтынарах, говорит, Тахпахи поет. Налейте чарочку вина. И дальше, говорит, еще гуще стало ее пьянение. И когда, говорит, старушка еще раз подлила, говорит, спросила, где твоя душа хранится. И она говорит, наверное, она не знает, что выдала тайну, где хранится ее душа. Ханхлыс идет, приводит ее, она еще там много раз выпивает, и потом в конце концов садится за зеркало. Она говорит, не бойся, нету силы, которая меня победит в этот период, на планете Земля нету силы. Она, конечно, об этом знает. И когда села за зеркало, посчитала расстояние, вычислила и говорит, не бойтесь, и еще 3 дня гуляет. А Ханхлыс с невесткой уже тут все извелись, все из себя. В общем, потом Алтынарах очнулась, когда посмотрела, 3 дня пути осталось по Ранинджи. Тогда она уже села и поехала. Вот с пьяным человеком тяжело. Она трижды возвращалась. Говорит, невестка милая моя, налей еще, наверное, осталось у тебя свадьба. Та трижды ей наливает, она поет, народ собирается, уже все там обливаются слезами от жалости, потому что так хорошо она поет. В общем, поскакала. Она знала, что она успеет. По скорости, по этому она успела бы. Но по пути
встречается ханская, где борются два богатыря, и дочь выбежала, говорит, помоги, помоги. И весь народ взмолился, спасите наше ханство, помоги Алтынару. И она чувствует, что она уже не успеет, потому что богатыри же, когда бьются, они же и месяцами могут, там и 6-7 дней, и не сразу же вот тогда. Она понимает, что она, либо вот этих спасти. Но девушка так плакала, и она, понимая и зная, что может не успеть, встревает в битву, бьется и все время поглядывает на Пуранинджи. Она побеждает, спасает ее, конечно, благодарят все. Скачет она, и вот когда уже на Тосху поднимается, Пуранинджи уже с песней выходит, и они на ходу падает. Конь рассыпается песком, и она падает, рассыпается песком. С какого материала Алтынара и конь, когда они рассыпаются песком? И почему они рассыпаются песком? А душа знаете, где у нее? А вот теперь мы сегодня возвращаемся опять в 21 век. И вот белая скала саморожденной богатыши и ее коня, в белой скале место такое есть, где две кукушки золотой. Помните павлина золотого в Эрмитаже, который? Вот этот звон золотой очень сложно слушать. Прямо мозги корежит. И есть такое состояние, когда вот этот звон золотого павлина слушать невозможно. А тут две кукушки. Они крутятся все время. И все время поют. И когда Алтынарах скачет, она видит программу у себя в глазу, наверное. Я когда фильм про Шварценеггера посмотрела, когда он едет, у него же на глазу камера и пишется: богатырь такой-то силы, такой-то мощи, победил столько-то побед у него, этот такой, у этого такое вооружение. Алтынара, когда скачет, у нее точно такая же программа. Когда она приезжает на бой, она смотрит у каждого богатыря и знает массу, мощь, силу. Она все это уже знает. И даже знает, какими волшебствами, чародействами этот богатырь владеет. И почему они должны упасть и рассыпаться, когда выкручивают голову вот этим двум кукушкам? Ну, потому что сети нету. Здесь мегафон не держит. Здесь мегафон тоже не держит. Когда вот эту антенну скрутили, то есть и конь не движется. Вот понимаете? Он не движется. Он сначала вот так вот идет, потом падает, и потом они вообще рассыпаются. Я это так понимаю. Прямо вот чисто, когда вот компьютеры появились, и антенны появились, и вот эта связь сотовая появилась. А до этого я вот сколько его с детства читаю, я вообще не понимала, как это две кукушки, какие две кукушки поют. В общем, потом Ханхыс, узнав об этом, потому что Ханхыс с невестой вернулся домой, маме рассказывать весь в слезах и весь в переживаниях, он вошел в депрессию и слег Ханхыс от ожидания вот этой беды. И мама Ханхыс, помните, которой Алтынар резала ленточки с нее, она превращается в белого лебедя и летит. Вот тут мы же читали, да, это Алтай сын, да. Она летит на вершину этой горы, по пути останавливается у ханов поправиться, отдохнуть, покушать. И она забирается на эту вершину и устраивает там великий сыт, 7-дневный или сколько-то дневный. И все вопрошает, чтобы вернули Алтынарах вот эту великую силу на ее ханство, на ее территорию. Спускается белый старик с белым посохом, весь седой, с белой бородой, оказывается перед ней и говорит: твой сыт на небе не выдерживает чаяны. И это тоже говорит о том, что у нас, у хакасов,
тоже есть такой запрет запредельного поведения. Нас всегда же учат ровно держать все, равновесие, чтобы все было в гармонии. И в беде, в печали бабушки быстро собирались и быстренько настроение уводили, стирали на нет, и это пройдет. Вот эта мудрость, все пройдет, и это пройдет, она у нашего народа есть. А все печали раскидывали, пусть заберут горы и пусть заберут реки. То есть разбросай, раскидывай, отдавай. И вот каким-то таким пословицами бабушки наши, то есть они почему-то, я не знаю, почему сегодня запрещает так взывать к небесам, потому что шум упавшего перышка на земле может в небесах отзвучать громоподобно и разрушительно, поэтому наш народ боится вот таких запредельных состояний. Они всегда стараются держаться ровно, не нарушая гармонию, не создавать великих вибраций. Но вот тут Ханхыз вымолила, старик начал расковыривать вот этот песок, нашел пяточную кость Алтынара, да, или коленную чашку, пяточную, и находит пяточную кость коня ее, и из этой кости, это же вот тоже ДНК, мы понимаем, да, создает богатыря Таптан Миргенны, но он маленький. Вот практически тоже вот как-то вот конек-горбунок и вот богатырек. Но когда он скачет, все слышат топот коня Алтынарах, и когда он поет, все слышат ее голос. Даже Ханхылыс был обманут, когда Таптан Мирген была завоевана опять их территория, опять все было угнано, и все устремились, все поехали на битву, вернулись, и Ханхлыс ожидает, потому что слышит топот коня и слышит песню Алтынара, и он уже мама, бегает, ждет. А мама не может сказать, что это не она. И боится, что он вообще сляжет, и, может быть, для него это... Извиняюсь. Чувствительнейший человек. Девушки, кто... После угона, когда они битву выигрывают и возвращают все на свое место, и как она работает с живой водой. Глава 10. Тем временем и Чебетей добрался до земли своей, а с ним и пленники вернулись, по юртам разбрелись, сутулясь. Победовал ты, человече, не сразу распрямятся и плечи. Ханхыз сосуд достала кожаный, идет тропой 100 раз исхоженной, покачивая головой, кропит вокруг живой водой. Воскресший, полный изумления, встает, превозмогает ление. Залуда пепел прошивая, рванулась в рост трава живая. Столбы, осиновые слеги, и те пустили вдруг побеги, лишь капелька воды живой, и брызнули они листвой. Огонь в жилищах заплясал, не нужно трута и кресал, работа так и закипела, у всех в Улусе много дела. Вон богатырь бревно попер, отбросил меч и взял топор, летит щепа, поет лисина, кумысом пахнет древесина,
Ну вот Улус и ожил снова, ведь дом родной всему основа. И только ходит сам не свой Ханых с понурой головой. Какой у юноши недуг! Все так и валится из рук. Как видно, не от жизни сладкой. Нет-нет, да и всплакнет украдкой, взойдет на кручу, эх, сестра, вернуться бы давно пора, вздохнет Ханых на перевале, давно все сроки миновали. Хлыса утешает мать, а он и ей не хочет внять. Твердит Ханыгу, пряча взгляд, ну не горюй, придет назад. Сидит он как-то утром, плачет, вдруг слышит, конь сестрицы скачет. Из юрты выскочил во двор он и Гриневого ищет взором. Он весь дрожит от нетерпения, узнал Ханых и это пение. Алтын-Арых, сестра моя, вернулась в отчие края. Все ближе топот скакуна, ликует он. Она! Глазам он приложил ладонь, но где же всадник, где же конь? А топот, вот он, на вершине, в подоблачной небесной сине. Но где скакун? Не видно глазу, а раньше появлялся сразу. И до чего ж он был велик, могучий конь, Алтын-Арых. Казалось, что гора вторая рождалась на глазах у края, а пуговица на груди, как вспыхнет, лучше не гляди, как будто из-за перевала второе солнышко вставало. Все так и ахнут. Каково? Бриллиант? А тут не видно никого. Лишь скачет конь какой-то странный, как заяц маленький, буланный, и всадник скакуну под стать. Его почти и не видать. Протер глаза Ханых рукой, не снится ли уж сон какой, а тот поет и в уст не дуя, мол, хочешь, нет ли, а приду я. А песня-то как весела, трусит по улице села. Заплакал тут Ханых навзрыд, а мать ему и говорит, мой милый, перестань дурить, хочу с тобой поговорить. Давно бы правду я открыла, да все тебя мне жалко было. Поронень же, колдунья эта, сжила Алтын-Арых со света. Уж постаралась ведьма злая, одну лишь пятку и нашла я. Топтан-Мерген рожден из пятки, силач на крохотной лошадке. Потом из праха откопала я лишь конское копытце малое. Вот и родился скакунок. Ну, хватит горевать, сынок. Возьмешь ты под узцы Буланова, приветишь гостя ты желанного, возьмешь под мышки, как учу, сойти поможешь силачу, хоть мал он, да с большой душой, такому и почет большой. Встречать Миргена все село к жилищу ханскому пришло. У золоченого столба гудит большущая толпа. Хлыс Ханых, как мать учила. Миргена повстречал учтиво, Буланова конек-то мал, нагнувшись, за усы поймал и снова, наклонясь слегка, под мышки взял он паренька. Он на глазах всего села помог ему сойти с седла. И тут пошли рукопожатия, слова привета до объятия, пороненьжи распеленали, всех бед причина не она ли. По стойбищу в густой пыли на казнь ее поволокли. Покруче вы потащили ввысь, куда не ходит скот пастись, куда и добрый человек не вздумает пойти вовек. Там, среди скал, среди камней, разделаться решили с ней. Большущие разожгли костер. Взметнулось пламя выше гор. Валит от веток дым густой, трещит, стреляет сухостой. Вершится справедливый суд. Ну как не содрогнуться тут? Дрожит кустарник оголенный, струясь сквозь воздух раскаленный. Прощать преступницы винули.
Поронинжи в огонь швырнули, алтын арых, твое пророчество. Поронинжи в мучениях корчится. Ну что ж, в беде своей великой и ты, алтын арых, покликай. За всех страдающих страдала, покинутых не покидала, вот и зови ее. Ни разу несчастным не было отказу, горишь ты, страшно и смотреть, а все не можешь умереть. Горишь, обуглилась на треть, а все не можешь догореть. Вдруг в 1000 красных червяков ты превратилась меж суков, просыпались, как из горсти, спешат подальше уползти. Живое в каждом естество. И каждый дымка ведет, из каждого может случиться снов целое. Тут сразу видно колдовство. Прикидываясь огоньками, запрыгали меж угольками. Алтынхан-хы с ухмылкой злой в огонь их медною метлой. Смердя полопались, лишь брызги рассыпались кругом, как искры. Но и золой Нинджи-Поре подняться хочет из костра. Это вот тоже внимание заостряют, чтобы не подвергаться, не обмануться. Тоже учение. Схватив железную метлу, Ханхыс прихлопнула золу. Метелочка ли ты, метла? Годится и ива до ветла. Железная ли ты простая? Работай, мусор выметая. На нечисть разную нагрянь, чтоб за порог любую дрянь. Уж потрудилась ты, метла. Сожгли преступницу дотла. По ветру, разметав золу, в молчании двинулись к селу. Свидетель всех торжеств и бед, домой поехал хан Тибет. Хан Тибет лично участвовал и лично провел вот это все. Вот еще раз подтверждение, что все знания человеческие, тайные и явные, возможно, хранятся, да, на Тибете. Уж лучше дома бедовать, чем на чужбине пировать. Уж что-то и взялись за дело, все сразу так и закипело. Топтану и его невесте воздвигли юрту, жить вам вместе. А вот и гости собрались, 2 свадьбы сразу начались. Женитьба дело непростое. О, пышность свадебного тоя, еды, питья не впроворот. Пируй, народ, ликуй, народ. Дымят костры, кипят котлы, стоят меж белых юрт столы, пируют пьяный дух мясного, достиг урочища лесного, пускает слюнки волчья стая, в предгорьях дальних подвывая. Пропировали 9 дней, уселись гости на коней, в углу жилья бурдюк пустой, окончился великий той. Сошлись алыпы на совет. Владыки у народа нет, у коновязи золоченый, и нищий, и мудрец ученый. Кому доверить власть? Решайте, но в выборе не оплошайте. Тот алчный, этот без толков. Чуть не дошли до кулаков. О, глаз народный, вещи гласты, но до чего же все горласты? Свирепый спор да злой галдеж, уж здесь-то не на пир идешь. Стоустый крик, зубовный скрежет, сват сватву глотку перережет. Потише вы, богатыри, заткнись, ты сам-то не ори, у золоченого столба вершится стойбища судьба. В словесном поединке рьяном решили быть Хылысу ханом. Ханнах благодарит за честь, спешит в седло скорее влезть. Не полежишь тут на боку, работы хватит на веку. А Хулатай и Чебетай пошли расседлывать коней. Пустили в степь их на свободу. Щиплите травку, пейте воду.
Потом вернулись во дворец. Их власти наступил конец. Широкие, как две луны, палицы сняли со стены, поставили в углу в тени. Кому теперь друзьям? К чему теперь друзьям они? Придется в бой вступать едва ли. Они свое отвоевали. Лишь снова гореб не задело, а ты, хлыс, берись за дело. Заботлив, что ни говори. В степи зари до зари, весь скот у хана на счету, пропажу видит за версту, народу не чиня обид, он справедливый суд вершит. Кобылы нет, он лошадь даст, разут раздет, одежду даст, осиротеет сосунок, в степи не будет одинок, породистого рысака он вырастет из сосунка, лишится матери малыш, усыновит его, глядишь, и вырастет приемный сын мужчина из среди мужчин. Когда дела, а не слова, пойдет и добрая молва. Кто в дальней стороне живет, о мудром хане слышит тот, кто в ближней стороне живет, и сам ханыга видит тот, а враг трепещет перед ним, пред именем его одним. Богатыри со всех сторон к Хылысу едут на поклон. Давай, хан Хылыс, дружить, давай с тобою в мире жить. Довольные домой спешат, сдружиться с ханом каждый рад. Коварство, мудрость победила. Война туда не приходила, на остром жале копья не прорывалась в те края. Война, звеня клинком стальным, не шла по стойбищам степным. Змеиное нацелив жало, через рубеж не проползала. Ханык, счастливый человек, в довольстве в мире прожил век. Вот здесь Алтынарыги, так и по-русски теперь у меня повелось, Алтынарыги. Алтынар это, когда я начала его читать после 40 лет, после посещения республики Саха-Якутия, там послушала я Аланхо, и как-то тоже вот это все. Я после, почему-то после гастролей и фестиваля в Якутии приехала и сразу начала читать Алтынара, потому что у меня звучал еще вот этот Аланхо, и что-то в этом какое-то вот нащупала что-то я такое. Разложила 4, вот этот один из периодов, 4 книжки вот так, и читала вот эти все 4 книжки. И тут-то для меня красной нитью высветилась линия Ханхыса. Помните девушку-богатыршу, из которой ленточки вырезали? Потому что Хулотей с Чеботеем все время гуляли и все время уезжали на завоевательные войны. Когда они уезжали, на их территорию нагрянет война и угоняет разорение полное, они возвращаются, там побиты, ничего не добыли, возвращаются, и тут ничего нету. В общем, они как-то так бестолково прожили жизнь. Ну, Чеботей понятно почему, потому что он управляемый, сам не додумается. А Хулотей, он, да, он архалог Перклик называется, и там, и тут женился, и жену привел он в это ханство, видите, Поронинджи, чистой воды, дочь нижних царей. И она, конечно, и колдовала, они ходили еще больше без памяти, без ничего. Пока Ханхыс не женился, он женился тоже на очень мудрой девушке, которая сразу распознала колдовство, увидела это колдовство, говорит, и пришла и сразу сняла вот это все колдовство. Говорит, как вы столько лет не видели? Человек в таком состоянии ходит, а вы не... Ну, не каждому дано, вот понимаете, это тоже вот
часть учения и в назидание нам все это оставлены письмена, чтобы мы были разумны, были, конечно, внимательны в жизни и не попадались бы в эти сети и распознавали бы их сразу сходу. Получается, Ханхыс, великая богатырша с крылатым конем, у нее очень большие возможности, но, как мы слышали, да, она не могла перебороть Алтынарах. И Алтынарова, естественно, это была запись в Золотой книге родовой, оставленная чаянами, спущенная. И, естественно, и это ее судьба. Но, как сказать, да, против воли, да, в такое плохое место, да, к таким дуракам, если грубо говорить. Она была расстроена, но она переборола эту ситуацию. Она вытерпела все дурачества вот этих двух богатырей. Она имела огромное терпение, не перечила, соблюдала закон в молодости, но когда у нее родился сын Ханхлыс, она взрастила мудрого, умного, порядочного правителя. Вот что мне нравится. Она, когда ее сын вырастает, слышали, как она мудро, спокойно, хорошо разговаривает с сыном, да, когда он в печали. Бывает же иногда прикрикнешь, как бы тут как-то по-разному разговариваешь, молодой человек вспыхнет, еще что-нибудь, и вот как-то до беды недалеко. А тут показана очень мудрая Ханхыс. И когда вот Чебетей с Хулатаем коней отпустили, объявили, что они уже не богатыри, состарились, грубо говоря, они вдаряются опять в свои пьянки. Ханхлыс уже мудрым правителем, это в хакасском варианте, Ханхлыс уже мудрым правителем, правит государством. Токтон Мирган уже пришел, тоже рядом живет, но он не вмешивается, потому что ханом Ханхлыс по статусу, по рождению, да. Вот мне нравится, я думаю, наверное, это надо взять на вооружение. Когда Хулатей с Чебетеем, вспомнив свои привычки, взявшись за старое, напивались и начинали буянить, Ханхлыс заходила, брала огромный бич и говорила: и я ведь богатырша. Сказала: а теперь вы не богатыри. И не хана даже, а хан вот Ханхлыс, а я его мать. И избивала их до такого, что они под лавку забивались и сказали все. То есть закон она установила, как любая мать, как любой правитель имеет вначале маму свою, и мама обучает маленького ребенка всему, где кака, где та-та, где ля-ля. Это все всему обучает мама, да. Что вкусно, что невкусно. И ребенок вкушает, познает мир через матерь. Поэтому на женщине очень огромная ответственность. Кого взрастишь? И тут же у нас в этом эпосе есть второй пример по Ронинджи, которые тоже, они почти одновременно рождают детей. Когда битва там за родину, они рождаются, Ханхлыс рождает раньше времени, а сын Хулатая рождается 9-месячным. И помните, они на камне пишут, письмо пишут, Хулатай пишет: мой ребенок, не родившийся в таком-то месяце, остался, явно он раньше родится и будет пролетать, проезжать это место, и пусть он будет знать, где прошел его отец, что я вот здесь прошел, и вот этот камень своему сыну пишу. Чебетей же, он немножечко так подражает ему, берет
с другой стороны разворачивается и пишет Пичик, а мой ребенок остался там чуть ли не 5-месячным. Он будет пролетать на крылатом коне своей матери и тоже пусть увидит, что я здесь прошел. Хулутай разворачивает камень и злится и говорит, куда твоему там совсем маленькому? Их что же пишет? Говорит, мой-то родится и поедет за мной. Говорит, этот, а твой-то тут тоже пишет, тут тоже, понимаешь? А потом мы дальше сюжет видим. Сын Хлотая рождается 9-месячный, Пуранинджи, конечно, отправляет. Говорит, там наша битва, в общем, ты туда. Но она же говорит, обучает сыну совсем другой текст. Помните, я там рассказывала, что он приезжает туда и на алтанарах кидается и начинает ее добивать, помогать врагам. Когда сын Хулатая доехал до этого камня и стоит, читает, тут прилетает конь Хангуса, и на нем ее рано рожденный сын. Он, по-моему, точно я уже боюсь сказать. Но 7-месячные мальчики же выживают даже. Ну, в общем, он рано рожденный. Он, во-первых, рано родился. Во-вторых, сына Хулатая на крылатом коне на пути догоняет. И вот в этой точке они вдвоем. И там тоже у них такая... Да-да-да, тоже перепалка по поводу этого. Ну, в общем, как-то параллельно идут два примера, что нам сегодня живущим на Земле, конечно, надо понимать, что все на Земле живем, все сотворены, и те, и эти есть. Но раз Бог создал и тех, и этих, значит, ему так надо, нету плохого или хорошего. Для равновесия должно быть и черное, и белое. Ну, конечно, бывают разные колебания у нас в периодах, но как-то надо сегодня сказать, что нижние начали прорываться на средний мир, но так это заведено, потому что вот в этом эпосе Харахусуне об этом тоже очень хорошо сказано. Когда второе поколение богатырей спускается на землю, нет, не так. Когда мужеского и женского пола мальчик и девочка сидят на грани вот, 9-гранного столба, к сестре приезжают 3 богатыря, 3 жениха. И парень вот так подходит к краю столба и видит, 9 богатырей лезут на этот железный столб и скатываются. Лезут и скатываются. Потом, когда второе поколение спускается на землю и там побеждает всех нижних врагов, он подъезжает и видит такую картину. Железный столб, он в нижнем мире видит вот тот же 9-гранный железный столб, и тоже 9 богатырей лезут и скатываются, лезут и скатываются. И когда он туда подходит, из этих 9 богатырей становится 1 богатырь, черный богатырь. И они с ним тоже выдерживают битву. Я думаю, это написано про то, что когда человек изначально приходит на планету Земля, он бывает на нижней чакре, на развитии, на первом уровне развития. И вот мы для чего рождаемся на Землю? Чтобы научиться сосуществовать и жить с жителями 3 уровней: нижнего, среднего нашего человеческого среднего мира и верхнего. И вот это про ось, когда про 9-гранный столб, и вот эти 9 человек, 9 душ твоих, 9 оболочек твоих, да, когда ты нижний уровень проходишь, вот эти 9 человек, карабкающихся по столбу, это говорит о том, что он прошел мир нижнего уровня, и он хочет прорваться на средний.
когда он на среднем научился быть вполне человеком, тогда, конечно, Мать-Земля рекомендует его Небесному Отцу. Когда он осваивает все правила и законы Матери Земли, научился жить по закону Матери, то есть он достигает уровня, самого высокого уровня земной жизни, тогда Мать-Земля может его рекомендовать Отцу Небесному. Тогда он переходит к Отцу Небесному. Там он, конечно, тоже проходит все уровни. Ну, вот таким образом они продвигаются. И вот в Харахусуне об этом, я думаю, и говорится, вот эти 9 черных человека, который, когда тот подъезжает, становится одним богатырем и начинает битву. Но он его там и оставляет. Он его там оставляет, и получается, тот богатырь вроде уже достиг той светлой, но убив, приняв вызов вот этого богатыря с верхнего мира, он на втором небе уже живет, второе поколение людей, полубогов, не победил. Остается, значит, он будет перерожден опять в Нижний мир, потому что есть два пути. Есть, если душа будет перерождаться, он уходит по дороге на Луну. А если он достигает уровня Будды, он уходит через кольцо Солнца. Вы вот когда на Солнце смотрите, вы же видите, что там огонь крутится вот так вот. А посередине вы видите голубое небо, но только просто он другого цвета, оттенка. Смотрели на Солнце или нет? Куда этот, как его звали? Икар хотел, это вот когда ты достигаешь такого огненного состояния, перелетаешь вот это кольцо, то ты не сгораешь. А Икар про то, что он сгорел, значит, он не достиг вот этого огненного состояния. В общем, кун это как пуповина. Если вот мы берем земной шар и наша атмосфера, и вот тот слой нашей Хатитига, читтоплат, планета закрыта 7 платками, да, и каждый платок ткет одна из богинь и держит 7 защитных слоев. Ну, эта наука тоже ведь объясняет. Атмосфера, биосфера, и на каком-то уровне есть Солнце, и она считается пупком, пуповина. То есть человек, когда достигает божественного состояния, он пролетает через эту пуповину и оказывается уже на территории богов. Ну, вот как Будда или как Иисус, или как кто-то пролетел и держится вокруг планеты, переживается нас, думает про наше развитие дальнейшее, да. А те души, которые вот не проходят испытания, они должны, допустим, они уходят по другой дорожке на Луну. Там они, конечно, перерабатываются. И вот богиня Умэй и Худей, когда говорим мы Худей по-хакасски, Бог, да, Худей, то есть душа, лунная душа, Худей, Айди. И Умэй, андағыларды на перерождение, почему говорим, Умэй приносит души маленьких детей и за ними ухаживает, следит в виде лебедя, но в других сказках как бы Айс приносит ребенка пеленатого, да, пелененного, пеленка. Вот как-то это все об этом. И это так близко, и это мы должны разглядывать без всяких фантазий, потому что это все впрямую сказано, рассказано. Слава Кученов на ночи эпоса сказал, что мы Хакаса с Ориона. Потом, говорит, нам понравилась Луна, мы, говорит, ушли на Луну. Потом, говорит, мы увидели Землю, нам понравилась Земля, мы как перелетели на Землю. И, в общем,
Но шаманы говорят, они самые сильные шаманы, посещают 5-ю планету и там разговаривают о душах человеческих. Самые сильные шаманы. И вот до 5-й планеты дальше не пускают, потому что шаман достигает 5-й планеты, и боги тоже прилетают на 5-ю планету, и у них переговоры, и доставляют тоже на 5-ю планету, и тоже с 5-й планеты можно забрать и на Землю привезти. Что-то я... Давайте вернемся оттуда, спустимся на Землю нашу. Что-то я удалилась. А? Что-то я не досчитала. 5-я планета, она это какая? Венера, Земля, Марс, а потом... А вот астрологи 5-й планеты так посчитают, а фиг его знает, какая 5-я планета считается у шамана. Главное, 5-я с большой буквы. Ну, как-то это... Ладно, не буду я Ага, нам ну все это ладно. все. Так, А? Планета, которая дает жизнь. Да? Нема... Такая интересная ситуация была. Во сне увидела рисунок, и сказали, невидимое не означает несуществующее. Показали рисунок. Я проснулась, и Виктору Ивановичу говорю, вот так река протекает. Я вот видела такую картину синим цветом. Вот так, и вот так, говорю, и вот так. Ищи. Виктор Иванович сидит в интернете, все реки со спутниковой карты, все реки просмотрел. Чё ж оно там такое, понимаешь? Неуемный человек, фантазер. И вдруг Виктор Иванович осенило, он почему-то каким-то образом из моего рассказа понял. И он вдруг, я-то ему рассказываю, вот так я и видела, а он вдруг эту картинку поворачивает вот так и находит мне звезду лебедь. И когда он мне показывает звезду лебедь, ну, в старых картах, в старых древних картах, где они там лиру рисуют, ну, Созвездие, красиво. наверное. Созвездие? Да-да-да, созвездие лебедь. А я что? Звезда. Звезда. Созвездие лебедь. И нема. Я когда увидела созвездие, я говорю, точно, вот так показали мне. А он говорит, это карта неба. Я говорю, как небо? Я же вроде как реку, синим вот это все было. В общем, когда я начала это все читать и посмотрела карту, много-много карт разных эпох, как древние рисовали карту, и там очень интересно. Вот смотри. Великая щель есть в Млечном Пути. Есть, оказывается, я вообще про это ничего не знала. В Млечном Пути есть место, где вот так вот и называется она Великая щель. Там стоит, стоит созвездие Лебедь, которое вниз летит. И в каких-то старых картах внизу лиса схватила за шею лебеденка и бежит вниз. Я думаю, интересно. Во всех эпосах, во всех сказаниях лиса – это перевоплощенные дочери Нижнего мира. Они перевоплощаются в красную лису и в черную лису. Вот эти девушки все, Пора-Нинджосхстер. И есть девушки созвездия, которые не выдерживают в битвах, эти звезды падают, и на 40 лет проклятые в Нижний мир утаскивают, или их в жены там забирают, или они ожидают своего богатыря. И в некоторых сказаниях, как только богатырь провалился под землю, сразу появилась красная лиса. И красная лиса ведет хвостом, он за ней, потому что у них логики нету, чтобы сообразить самому. Он за ней, и она его приводит
к его будущей жене, к звезде, которая была украдена под землю. Ну, конечно, звезда, она большая волшебница, она делала свою копию, оставляла на ночь в подземном мире, а сама на ночь уходила на небо к своим. Такие истории. А тут, понимаешь, созвездия так стоят, и все это все объяснено и нарисовано. Я думаю, вот чудеса-то где. И потом вот это созвездие, начала я вокруг этого созвездия крутиться, вертеться, потому что у нас очень много, особенно сегодня на Кавказе, а сейчас где-то, где же эта вода обмелела, и наскальные рисунки вылезли, и там везде лебеди. И мы же считаемся пришедшими созвездия Лебедь. И на Кавказе очень много наскальных рисунков про лебедей. И вот эта вот царевна-лебедь в русских сказках, я думаю, все это из одного источника. Наши первые сказания, у нас все девушки умеют превращаться в белого лебедя. Им запросто. В белого гуся, в белого лебедя прилетают, человеческим языком говорят. И когда богатыри бьются, сестры у них превращаются в белого лебедя, прилетает, кружит над битвой. И богатырю говорит: ложись навзничь, открой рот. И богатырь быстро ложится навзничь, открывает рот. Лебедь из своего рта в виде белого яйца, как выделяет такую субстанцию, как яйцо. Тот проглатывает его и чувствует прибывшую силу и не может победить врага. Тогда лебедь кружит и второй раз говорит: второй раз открой мне рот, я опять тебе отдаю последнюю силу, потому что если я третий раз отдам, то я не доберусь до неба и останусь навсегда здесь. А сейчас, говорит, она второй раз отдает ему силу, говорит: а теперь, говорит, я улетаю навсегда, никогда не вернусь, потому что исчерпала все свои... То есть она нарушила свою судьбинную линию, да, помогая богатырю, спасая свою родину, и жертвует вот своей волшебной силой. Ей хватает только улететь на свое небо, и оттуда она уже не будет возвращена. То есть она уже останется, она уже не может спуститься и помогать дальше, она уже не может. Вот такие описания с лебедями есть. А немедаше выпаси албынжи. Там белая лебедь летит, а это тоже без роду и племени, не помнит, сиротой вырос в шалаше и выстреливает, убивает эту лебедь. А эта лебедь, умирая, говорит: думала, за помощью лечу к мудрому богатырю. Она летела к будущему своему жениху, мужу, а встретила глупого дурака и вот и убита. Она превращается в камень, он ее оставляет у себя и делает ей, оставляет и пишет на этом камне письмо: жена моя, чтобы никто не тронул. И начинает путешествовать, искать средства, как ее оживить. Но ему повезло, он, по-моему, оживляет, и все благополучно. Но когда он отбыл в поисках средства, другой появился и влюбляется в каменное изваяние вот этой девушки, ворует камень, не могу, и уносит, и начинает там, в общем, дурачество Четко всякое. написано: жена моя. Да. Позарился. И что дальше? Не буду рассказывать. А то и ты погонишься. Тебе на ночь такие сказки нельзя рассказывать.
то иртан дурвал тахпахта все. А то за ночь что тахпахов сочинишь тут еще. Про коней, конечно, тоже очень... тоже вот не знаю, как к этому относиться. Вчера немножко рассказывала о Гоятчизе. Мы хотим сейчас тоже собирались на этот, как это у вас называется, материал собираете, когда ездите. А? Экспедиция. Экспедицию хотели поехать с телевизионщиками, с Ольгой вот Карачаковой. Это же ее была передача, да? Вот к внучке Кадышева. А вот этот ковид, и они же взрослые, и вот, понимаешь, прививаться не хотим, а вот надо ехать, и я Ольге позвонила, она говорит, да, они очень много знают, очень много могли бы рассказать, а вот такая ситуация. Вот этот агоет, я думаю, вот все-таки олшилгы, агоет табун вот этот, это не физическая лошадь, вот которую мы сегодня видели, да? Он даже не с крыльями лошадь, а это лошадь, которая используют в духовном мире. Он межпространственный, духовный, какой-то такой транспортный средство, так сказать. Транспортное средство, потому что, смотри, сел богатырь на коня, конь все знает, всему учит богатыря. Я когда в катановских трудах читала Пюдейхан, Алафтагнумах, Пюдейхан называется. А в это время как раз вышел мультфильм вот этот вот про лошадь Цезарь-то, богатырский лошадь Цезарь, который он сам собой таскал. Мультяшка-то вот это про богатырей. Три богатыря-то мультфильм-то. И там вот этот хитрый конь Цезарь-то, который хитрит, всяко разно. О золотых подковах мечтала. Да. Такой всякий разный. А тут Виктор Иванович мне приносит распечатанные катановские труды, которых еще в то время не было. И я читаю. И вдруг мне в голову этот Цезарь как въехал, и я так смеялась, слушайте, потому что конь богатырю говорит, так, ты с этим богатырем не бейся, ты его не победишь и помрешь, погибнешь. А мне чьим быть конем? И, в общем, а богатырь его не слушает. Короче, начинается битва, они проваливают, потому что они огромные. Земля же тогда была как пух, не была такой твердой, не окаменела еще. Это же сейчас столько тысячелетий она окаменела. Они проваливаются, до последнего проваливаются. В общем, а конь исчез. Он может вот так вот одним мгновением куда-нибудь транспортироваться и исчез. Говорит, ай, делай, что хочешь, если не такой непослушный и глупый. И, в общем, этот бился, провалился до последнего места, и умирающий лежит там. Откуда-то проявился конь, и конь ходит, он говорит, спаси меня, а конь вокруг ходит, говорит, а ты меня слушаться будешь? Я же человек, я же твой богатырь, говорит, а ты мне перечить не будешь, Маша? И вот так ходит, отчитывает вокруг, понимаешь? И богатырь думает, как это меня лошадь отчитывает, говорит, не соглашается. Конь опять куда-то исчез, и нету коня. И этот богатырь умирающий, он не может оттуда выбраться. Он же не знает дороги. Он же ничего не знает. Как это он провалился и все, и не помнит ничего. И потом конь опять проявляется, говорит, ну что, подумал, будешь меня слушаться впредь? Да, буду, выведи меня только отсюда. Конь его забирает к себе. И вот я все время думаю, это же не богатырь знает все пути и ходы. Это же не богатырь знает место, куда спускается подземный мир. Это же не богатырь знает, где он проходит.
бастағы там, екінші там, үзінші там, төртінші, тоғызыншы тамда описывается, сел богатырь на коня, и конь говорит, ну теперь держись, закрой глаза и вообще все вот это вот затяни. И когда конь устремляется, богатырь теряет сознание. Он в бессознательном состоянии, он очухивается, когда очнулся, видит, что они уже скачут по земле, уже степи, горы, тут уже где-то чего-то, или уже вот уже и родина, Тасхалмой. И вот вопрос. Это ж кто у нас такой разумный? Это же лошадь. Сама знает все вот эти подземные коридоры, ходы, скоростные, выдувные. Он куда-то вот ныряет, и его вот просто энергетический поток утаскивает и выбрасывает в каком-то месте. Это же конь знает все эти места на планете Земля. И тоже конь знает, по какому пути, по какому, где эта точка на Земле, или как мы сегодня любим говорить, места силы, да, энергетический поток и потоки или еще что-нибудь. Это же конь богатыря возит. Это же богатырю говорят, женись, езжай вон туда, на запад, и все. Это же конь его везет. Дорогу-то конь знает. Богатырь раз, и уже вот здесь. Летит тоже конь. Богатырь тоже наверху, если он сильно высоко забирается, он там тоже почти в полузабытии или вообще тоже сознание теряет и в таком состоянии. Он ничего не соображает, не понимает. Он обычно те кони, которые первые были, им не надо было указа, они как раз-то наоборот. Конь остановится, богатырь говорит, что такое? Богатырь же едет, ничего не видит, ничего не знает. Конь останавливается, что такое? Говорит, так, мы прибыли туда-то, туда-то. Тут такие-то, такие-то. Будет то-то, то-то. Вот сейчас ты меня вот так сделаешь, превратишь там хахпас ходрлых клячу, а сам лысого какого-нибудь там этого пастуха, и мы с тобой тихонечко прибудем, там все узнаем. И он объясняет богатырю, с кем ты будешь биться, как ты будешь биться, что ты будешь делать. Мне еще, я сегодня давайте без имен, мне еще очень нравится богатырь, сын, собирается ехать за невестой, и мать ему говорит, так, ты когда приедешь, зайдешь в юрту, говорит, Чильбыген, как мне перевести Чильбыгена? Потому что я Чильбыген перевожу Чиль, Пиг и Незе. То есть это Пигине, это хадша, которая как ветер, как со скоростью ветра или с ветром. Что-то такое же есть у китайцев в фильмах. Что-то вот такое. Нет. И вот мать объясняет, говорит, сын, говорит, зайдешь, когда в юрту, будет лежать чильбыген. Это чильбыгены бывают семиголовые, девятиголовые, трехголовые. Ну, можно сказать, что это дракон, да? Наверное. Будет, говорит, лежать чильбыген, на нем будет сидеть 7 баб. И говорит, когда тебе подадут арака, говорит, ты первую чарку, говорит, ему поднеси. Да. И говорит, подашь ему руку. И жми, говорит, очень сильно. По этому жиму, говорит, он поймет, кто ты и какой породы по силе жима сейчас. Но если, говорит, ты вторую чашку подадут, говорит, ты тоже чильбыгану, говорит, подай. А вот этих, говорит, хактов 7 пап, смахни с него, говорит. И нема. Вызвали его из них, оттопчут, понимаешь, они его не дают встать. Эти же 7 баб, они же с нижнего мира, и вот... И, в общем,
Не отпускают они его. И от них не просто вырвешься. Это же девки еще те. Это же умельцы. Это же не просто так это. От них избавишься. В общем, он все это так делает. Но если ты не послушаешься и не исполнишь моей просьбы, вот это самая большая ошибка, когда они создают причину и получают последствия, вот это вот непослушание. Это до головной боли меня всегда возмущает, потому что в богатырских сказаниях из-за такого непослушания, вот очень был период, очень много эпосов, когда говорится вот эту вот мужскую тупость, извиняюсь. Юрия тут нету. Когда из-за этого страдают. Вот мне всегда жалко вот той девчонки, которая только родилась, и у нее косички прямо до плечи даже не достают, и она в красной рубашечке. Вот только ее вот одели в красную рубашку, она в этой красной рубашке устремилась. Есть же вот вооружение треххостожи, которое они запускают вот как горящая ракета сзади. Вот это вот она, как сегодняшняя горящая ракета, которая не останавливается, пока топливо все не сгорит. И вот эта девчонка и белая большая собака богатырская с серебряной, они богатырские, вот эти собаки бывают серебряные шерстью или золотой шерстью, великие богатыри. Они бывают в белую собаку превращаются, иногда превращаются в богатыря в золотом одеянии, иногда они даже превращаются в золотую чашу и на 100 лет закатываются под лавку. И через 100 лет они выкатываются, а тут война опять, и они опять пригодились. Вот есть такие даже богатыри, а тут вот эта девчонка, собака сдерживает и обгорает у него все, и шерсть, и до мяса уже до костей обгорает. И вот эта девчонка приходит и начинает сдерживать, у нее уже рубашка вся сгорела, и тоже голым телом, голыми руками держит, и тоже там уже мясо горит. Вот такие описания есть. Вот все из-за непослушных отцов, родителей и вот таких мужчин. Поэтому это очень тяжелая вещь. И обидно то непослушание, которое, когда тебе говорят, а и не исполняют. Он тогда не послушался, да, получается? И Чильбеген я... Нет, вот этот мальчик был правильный. Он послушался, потому что мама сказала, если ты не исполнишь мою просьбу и не сделаешь, как я тебе сказала, Чильбеген будет биться с тобою. А нету у тебя силы, которая победит Чильбегена. Слушайте, это Чильбеген. Мальчик сделал все правильно. Чильбеген боролся с другими врагами. Они побеждают в общей битве. И невесту берут и увозят. Потом этот Чильбеген еще превращается в богатыря. Потом в Нижнем мире попали, они еще в кого-то превращаются. Потом он оттуда с битвой возвращается с победой и опять приходит к этому мальчику уже на родину, в его ханство, гуляет на его свадьбе. А потом он выходит, этот разрывает свой мизинец и с этого делает 6 селека, это атрибут жениха, 6 торб араки делает и 6 копченых туш баранина делает и заходит в дом в совсем другом обличии другого богатыря и делает предложение его сестре. И берет ее в жены и уезжает, и они опять преображаются. Это вообще бесконечно. У них очень много А он, преображений. что ли, со злым умыслом? Кем? Чильбеген. Нет, Сестру. нет. Это, понимаешь, он был вообще небесный, наверное, богатырь с небесных высот. И
они вот, понимаешь, они же, хотите говорить, они на земле созидали цивилизации. Мгм. И вот если они созидают вот здесь белое ханство, справедливое, и когда нарушается гармония, они прибывают и под разным видом хобусалов Ага. начинают помогать. А чтобы, хотите, когда человек знает, что у него есть автонарах, понимаешь, Ну ему да. и все, и можно ничего не делать. Вот чтобы такого не случилось, а сам, потому что каждая душа, которая прибывает на землю, она должна усовершенствоваться, вырасти до состояния богоподобного тоже, вот, чтобы вернуться на родину. Уже все оттуда, Мгм. как бы найти свое божественное я и пройти все эти пути. Вот для этого не всегда показывали истинное лицо, Мгм. чтобы надежды такой не Мне понравилось 7 баб на себе. А мне, Даже знаешь, погреться вышел. знаешь, вот эти истории тоже всегда нравятся. Я почему говорю? А? Сильвана Нервна. Оказывается, Щербина тоже можно прищучить. Только 7 баб, ты знаешь? Наслать на него 7 папье. Все, их скинули, они туда провалились назад. Знаете, этот Алтынчус тоже, не вот этот Алтынчус, а есть еще второй Алтынчус. Там совсем другой эпос. Почему-то вот разные эпосы, а название Алтынчус осталось. Там вообще интересно. Алтынчус, когда женится, и идет свадьба Алтынчуса, и описание вообще интересное. На таком серо-белом быке с такими мечеподобными рогами сидит семиглавый Щельбиген, едет на свадьбу к Алтынчусу. А этот и бабаёшки описывается. Одна бабаёшка с медным носом, в красных шальварах, там что-то такое описано. И они сидят на пригорке. Одна там с каким-то зубом, одна вот с такой талией. В общем, 5 бабаёжек. И вот этот Щельбиген на быке на своем, 7 голов у него, понимаешь. А Алтынчус в деревне гуляет, и они боятся Алтынчуса. А так хочется на свадьбу, потому что народ гуляет уже, какой день уже, знаешь. И бабаёшка одна не может выдержать, они же в страстях, они же не победили свои страсти, у них уже все страсти чувства, это же нижний уровень. Этот. Скатилась с горы, с горки, об камень, напоролась на камень и порвала шальвар. Шаровары свои. И там все открылось, и давай все бабаёшки на нее ржут, смеются. Она там свое собирает и начинает подниматься, и сидят где все. Потом вторая скатилась, и в общем все скатываются, а Алтынчус в это время, они только начинают подползать, что-нибудь выкрасть со свадьбы, покушать. И они там какие-то косточки находят, грызут и мечтают все, чтобы там мясо поесть народом. А боятся Алтынчуса. Он очень такой, он не только сильный, он еще и хитромудрый, да. Это вот уже позднее поколение, это уже ближе к нам, наверное. Но мы уже, конечно, уже совсем далеко от них. Ну, такие прям самые разумные, уже такие умные, прям, я не знаю. Аватар уже полубочечек, и уже сами умеем творить. Она к нему... Алтынчус начинает, Тахпах, он же чувствует, что они там все. Потому что, ну, на быке семиглавый, конечно, он видит на холмике силуэты, они же там сидят. И нема. Алтынчус Тахпах поет, они слышат, о чем он поет, и Щельбиген семиглава разворачивает своего быка этого и скачет. А бабаёшки впереди него скакали уже, он подобрал, всех подсадил, и они все, так картинка смешная, интересная, да? Ух, ничего не поели, блин, одни косточки пообглодали, и со свадьбы такие голодные с Алтынчуса. А народ гуляет, и то есть как-то вот, ну, может быть, тоже такие сильные, всех разогнали, да, никого не видно, ничего не слышно, да. Человек, он, да, сегодняшний человек, это
как сказали в спектакле, злее Ирликхана. Ему Ирликхан не нужен, он сам уже достиг уровня Ирликхана и сам уже губит все вокруг себя. И никак что-то вот я думаю, ну с какого переляка у нас 4% мозга работает, как его подключить-то хотя бы 8, чтобы заработало, что ли, чтобы мы немножко начали понимать и осознавать, кем надо быть, что надо делать. А вообще, конечно, мы должны научиться сосуществовать с 3 мирами. Мы приходим, чтобы научиться общаться, контактировать. Мы должны познать нижний мир. Мы должны научиться жить среди людей. А я вот что хотела сказать-то. Нижние пробираются в наш средний мир-то. И среди нас их очень много. А вот надо уметь, надо наблюдательным быть. И, кстати, они тоже узнаваемы. Но опасность в чем? Наше человеческое зрение, ну, очень у маленького процента есть же ясновидение, прозрение. Мы не видим их ауру. А в опасность в том, что они видят нашу ауру. И они знают, кто мы, распознают нас. И в этом вся опасность. А верхние? А верхние к нам приближаться и спускаться не могут, потому что они нашу атмосферу грязную. Это опасно, во-первых, для нас, потому что мы в таком состоянии в 4% подключения мозга, и аура наша так темна, что при их приближении мы не выдерживаем, и наша аура начинает гореть, и появляются пробоины. Почему мы сегодня, вот говоря о ковиде, не можем даже пропустить через легкие вот этот воздух? Потому что солнце очень активно, и солнечный свет приносит очень много огня, и мы этот огонь не можем пропустить через легкие. Легкие начинают гореть, если в нем есть темнота. И поэтому как-то надо... Кстати, завтра, 10-го, будет в 8 часов полнолуние. Сегодня последний день уходящего месяца. Сбрасывайте всю нечисть, и всю темноту, и всю грязь, которая ненависть и злость в душе. Скиньте его все, очиститесь, и аура, может быть, освободится. Это как, знаете, как в полочке шкафа выкидываешь все лишнее, остается новое свежее место. И куда может наполниться новые мысли, новые состояния, чистые помыслы. И для творчества это же очень хороший багаж, потому что есть куда новому прийти. Поэтому надо вычистить черепушку и старый хлам весь выкинуть. 20 век прошел, туда мы не вернемся, назад мы уже не вернемся, ничего не исправим, поэтому цепляться за это не надо, тем более не мы, а космические силы вычищают планету. Планета-насос все утягивает. Отпустить лучше надо, потому что может и утянуть же вместе, если мы будем сильно цепляться. А мы там ничего не поменяем, поэтому вы должны отпустить все. Будущее-то лучше, интереснее, грядущее это вообще манит. И новые тысячелетия. Я вообще-то не заметила, что новые тысячелетия уже 20 лет прошло. Правда, да? 20 лет уже, 21 век идет, да? А вот не верится. Вот так не верится, что мы вот... Кстати, все люди, которые жили вот, пугали апокалипсисом и переходным моментом, все жили, которые вот на стыке веков, это вы сами выбрали этот период. И сами родились в этот период, чтобы посодействовать и повлиять на сегодняшнюю ситуацию, повлиять, держать все в равновесии, удержать и получить еще новый опыт свой. И мне нравится эта мысль, что я сама сознательно, зная, что будет такой опасный период на планете Земля, и я
сознательно выбрала этот период, родилась. И стою уж 20 лет и вижу, как жизнь меняется, и как-то мы можем повлиять. Вот помните, раньше была пословица «7 раз отмерь, 1 раз отрежь». Это был 20 век. Это мы в 20 веке, для нас это казалось великой мудростью. И мы все старались 7 раз все подумать, обдумать, все решить, и все, и чтобы вот и пошел. Потом появилась пословица «подумай, прежде чем сделать». Да? Или как она звучит? Подумай, прежде чем сделать. А сейчас, в 21 веке, появилась пословица «подумай, прежде чем подумать». У нас есть пословица, которая гласит «табрахтың табрах немедір». Вот. Ничего нету быстрее мысли. Вот ничего нету. А сегодня нас предупреждают и просят подумать, прежде чем подумать. Ну вот подумайте, как я могу успеть? Мысль же, она вот уже убежала, и мысль не воробей, и вылетит, и не поймаешь, да? Как-то человек рассердился, обиделся и уже послал. А как его обратно возвернуть? Ты же уже не возвернешь, потому что, я говорю, мы в эфире. Мы в эфире, мы только что сказали, и это уже ушло в эфир, а на Земле работает закон магнита космического. Подобное к подобному притягивается. Вот ты сказал плохое слово. Магнит стоит, где все плохое собрано, и его так много. И тебя туда притянуло. Представляешь, у тебя была одна мысль или одно слово плохое, а ты притянут ко всему этому большому черному. Или ты сказал светлое, хорошее, помолился, или что-то просто пожелал кому-то доброе слово, и тот же закон магнита работает, и вот оно огромное, светлое, все божественное, и ты создал контакт, и у тебя вот этот есть контакт, которому ты можешь пользоваться очень долго, и общаться, и вопрошать, задавать вопросы, будут тебе ответы приходить. И вот она твоя великая защита, и вот он твой кладезь, хроника Акаши, откуда ты будешь, вот как богатыри были управляемы, иди туда, повезет, женщина хорошая, бери ее. Пойдешь направо, золото, богатство и все такое, да. Выбирай. Ну, выбор на самом деле за нами. Вот смотрите. Вот линия, и вот я стою. И от меня зависит, шагну я направо или шагну я налево. Выберу я деньги или выберу любовь, да? Это от меня зависит. Вот стоит ангел, и вот стоит черт. Они стоят и смотрят, а выбор делает человек. И делаешь ты шаг. Туда делаешь, он тебя сразу взял. Сюда делаешь, он тебя взял. Но выбор-то делаешь ты, перед линией-то стоишь ты, и никто не властен, потому что на земле работает закон свободной воли человека. Никто не давлеет, никто не командует, никто не может сказать, потому что у человека есть свободная воля, у него есть такое право. И мы делаем выбор в жизни. Ну все, наверное, утомила уже все. Спокойной ночи всем. Не бродите ножками по ночи, а бродите умами по небу. У Баинова, не Моисея Баинова, у Паинса есть стихотворение одно. Я когда прочитала, он говорит: падаю в звездное небо. Я думаю, как это он тут? Мы взлетать пытаемся, подняться, а он падает в звездное небо. Представляете? Думаю, интересно. Мир переворачивается. А вот брошюрка, которую он издал, там, а самый первый стих
когда мы там сидели в Союзе писателей, и он начал с тетрадками так скромненько приходить, с тетрадками своими. Он бывший сварщик, вышел на пенсию, говорит, хожу на концерты, и все одно и то же поют. Ходил, возмущался, говорит, а потом мне сказали, что ты ходишь, возмущаешься, кого ты ждешь? Садись и пиши. И вот он приносит стихи, и первый стих, когда прочитал, мы все плакали. А стих про то, что он, понимаешь, он изнутри камня, вот этот Ахтаз же вы видели, да? У него стихотворение такое, он пишет изнутри камня. И пишет, что когда-то к нему была тропа, когда-то перед ним делали подношения, зажигались костры, делали подношения, окуривание. Все это было. Народ язык знал, кибрлар, тутханар, туда-сюда. А теперь передо мной туман, лес, тропа вся заросла. Я говорю, это что такое? Вот как это вот? Так же просто человек не может писать? Я говорю, ну как ты изнутри камня? Ты что, душу камня, что ли? Вот это камень. Это вот ты слышал, что камень так говорит и так думает. Или вот как это все понять? И мы его так долго... Нам же любопытно, мы же люди. Мы же человеки, и нам всегда все любопытно, и мы хотим все время до сути добраться. Вот так его трясли несколько раз. И все время, ну потому что это, понимаешь, так сострадательно, и так слезы лились, и так обидно, и стыдно, и вообще все, что так все случилось. Вот так смотришь, он такой тихий дядька и ничем не взрачный. А он нам ничего не сказал, вот так посмотрел, и все понятно. Я говорю, ты музу призвал, да? Он говорит, да, я как-то обратился. Ну, у него смешные еще юношеские, так, какие-то такие сложные вещи пишет, и потом говорит, мусор вынеси, жена сказала там. И я там в интернете, там что-то клавиши там такое начинает писать. Такой резкий, понимаешь, шлепок в бытовой ситуации. И ты видишь, что он за столом сидел где-то там, в интернете шарился, летал, мыслил, был там влюблен в девушку, молодый, как тут красиво делает. И тут вдруг жена, мусор вынеси, еще не вынес. Финиталя. Узика Варна.